100 рублей не жалко вам? А? 100 рублей. Нет, даже 1000 не жалко. Так, не жалея времени и денег, голосовали в поселке Бирюли. Накануне референдума на сходе решили, что местной водонапорной башне нужно ограждение, мусорным контейнерам благоустроенные площадки, а дорогам кое-где не помешало бы щебеночное покрытие. Самообложение, она очень большую роль играет, поддерживает. Всем местным взрослым предложили сложиться по 100 рублей. В итоге более 90% пришедших голосовать поддержали данное предложение. Я считаю, что для работающего человека 100 рублей с человека совершеннолетнего сдать это не так много. Думаю, что каждый это может осилить. В поселке Чепчуги с помощью самообложения решили сгладить проблему старой детской площадки у местной школы, а еще установить на улицах светодиодное освещение. 100 рублей не жалко вам? Еще дадим, если надо, лишь бы все хорошо было. И всегда небо спокойно был, светлый был. Везде, даже в самых маленьких селах, референдум прошли по правилам с атрибутами больших выборов. Главное требование, чтобы явка составила более 50%. И за то или иное решение высказались больше половины избирателей. В избирательной комиссии была проведена плодотворная работа, то есть каждый избиратель нашего участка получил пригласительное. Всего в Татарстане референдумы организовали почти 900 поселений. За исключением 2 везде проголосовали за самообложение. На каждый собранный татарстанцами рубль республика добавит 4. Такая практика действует с 2013 года. Так за это время собрали почти 3 миллиарда рублей. Опыт Татарстана по самообложению уже признан одним из лучших в стране. Об этом говорил Владимир Путин этим летом в Кирове и предложил распространить этот опыт и в другие регионы. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.